В середине XVI века Кабарда обладала значимым влиянием на территории Северного Кавказа. Между двумя кабардинскими княжескими родами, Кайтууковыми, правившими Большой Кабардой, и Идаровыми, чья власть распространялась в Малой Кабарде, происходила междоусобная вражда. Князь Малой Кабарды Темрюк Идаров заключил союз с русским царем Иваном Грозным, чтобы совместными усилиями отражать набеги крымского хана. Консолидация русского царства и Малой Кабарды позволила князю Темрюку расширить свое влияние на Кавказе путем захвата других территорий и установления вассальной зависимости по отношению к своим противникам. В 1563 году Темрюк вместе с русскими стрельцами, присланных ему Иваном Грозным, предпринял успешный поход против князей Большой Кабарды во главе с Пшапшика-Кайтууковым и нанес им поражение. Помимо захвата Большой Кабарды, малокабардинский князь решает насильственным путем распространить свое влияние на Кавказе, расширить свои владения. С этой целью в 1562 году он совместно с Ногайской Ордой и армией русских стрельцов, которых ему прислал царь Иван Грозный, Темрюк Идаров устраивает завоевательный поход против ингушей, живущих на равнине. В результате этого военного похода, ингушское население было вытеснено с равнинных земель, и им пришлось искать свое спасение в горах. О завоевательном походе 1562 года против ингушей, живущих на равнине, описано в старинной ингушской песне-легенде под названием «Махкинан», зафиксированной в 1895 году, в газете «Кавказ». Ингушская песня-легенда Махкинан. Когда это было, никто не упомнит. Должно быть лет 300 назад. Народ наш в то время богатый, живучий в долине Доксальджи, размножился быстро до гор Ачалукских и жил бы доселе. Если б не дьявол, которому стало досадно, что людям привольно живется. Известно, что дьявол не любит довольных, а любит, чтоб плакали больше. Так вот, он и стал изощряться, придумывать средства отнять у них счастье. И выдумал кару, собрал подчиненных и дал им свое приказание убрать всех счастливых с равнины, развеяв по дальним горам и теснинам. А дуухи, приказ получивши, мигом рассыпались в разные страны, скорее исполнять повеления. И вот потому-то однажды ночною порою ногайские орды с толпой кабардинцев напали на наше селение, жители коих все спали спокойно. Резня началась повсюду, и кровь обогрила долину. Пожары везде запылали. Прадеды наши, вскочивши с просонья, оружия в руках не имели, дабы отразить нападение, и гибли все в яростной битве. Женщины же, девы и дети горько рыдали, в плен попадая к нагайцам. Скоро управился враг беспощадный с нашим несчастным народом. Кто уцелел, так бежал прямо в горы, спасаться в скалистых ущельях. Вот таким образом в этой статье был описан объединенный кабардино-казацко-ногайский завоевательный поход против ингушей, живущих на равнине, совершенный в середине XVI века. В этой песне-легенде далее идет рассказ про ингуша по имени Чербыж, который пережил описанные выше события, и спустя десятилетия отомстил угнетателям за страдания своего народа. Туда же дополз и Чербыж Безбородый, предок Гуля Цеев, израненный страшно, который лечился травою и ею шпитался, пока не зажили все раны. Итак, мои други, народ наш разбился на мелкие кучки, в горах поселившись. Не стало в нем силы в равнинах бороться с ратью великой, напущенной бесом. Прошло незаметно лет 30. Чербыж возмужал и окреп в своем теле, вырастив бороду чуть не по пояс. Несколько жен взял прекрасных и детей наплодил себе кучу сыновей, молодцев ровно 12, да несколько дочек-красавиц. Жил он в горах предгалгайских, у речки Джейрах-Арамхи, селение звалось Аулуртом, стояло отдельно на горке. Толстые стены его защищали, и башня над ним возвышалась. Враги ему были не страшны, все было крепко и прочно в ауле, и сила большая, 12 джигитов.
Однажды 3 сына с набега вернулись и новость большую отцу принесли. Рать кабардинцев направилась в горы, к границам грузинским, по тереку вверх. Начальствует ею тот самый князь Старый, который лет 30 назад с нагайцами сделал погром небывалый. Зовут же его Асахметом, имя знакомое каждому парню. Он грабить гурджийцев задумал, видно, собирался пополнить казну. Очи Чербыжа вспыхнули местью, когда он услышал Асахово имя вождя кабардинцев, лихого, давнишнего недруга нашего края. Руки простерши, стал он молиться, прося у Аллаха победы над князем, а после молитвы детей всех собравши, речь им повел он такую: вы приготовьте порох и пули, запасные кремни, ружья и шашки. На утренней зорьке пораньше встанем, поход совершить нам придется к ущелью, где кабардинцев стеречь будем зорко в узкой, глубокой теснине, а вы нам харчи приготовьте. Прибавил он в сторону женщин, может придется с неделю, может и больше пробыть. Он долу поник головой и подумал, зачем я иду к нему с местью. Свет Божий широк и прекрасен, всякому много в нем места, к чему же вражда и ненависть. Время умчалось, забыть бы все нужно, но нет, не забудем. Сердце не может простить той обиды, которую вынес народ. Крови Асахмета просит оно. Итак, решено, я буду мстить. Аллах мне поможет, воля его. Идемте же, дети, воскликнул он громко и тронулся дальше. Зоркий Чербыш сразу обхватил своим взглядом ущелье глубокое, но ничего не заметил живого. Все было пусто, безлюдно и дико. «Вы здесь обождите, а двое за мной», — сказал он детям, и полез на утесы, с которых видней была местность. Виднелось верховье ущелья, где терек покойный катил свои волны. Над ним, прижавшись к утесу, Дарьяльская крепость стояла. Граница была тут грузинского царства, и крепостью этой она охранялась. В крепости войско жило боевое и люди, сбиравшие подать с приезжих. Крепость имела кривые ворота с железной броней на створах, так что проникнуть могла только птица, а людям же живым нельзя было вовсе. Чербыж это знал и дивился, как кабардинцы могли тут проникнуть. «Неужто солгали?» – подумал он грозно, и стал еще зорче глядеть на ворота. «Нет, не солгали!» – воскликнул он громко. «Ворота разбиты, я вижу, а вон и пикет кабардинский, видно по буркам и шапкам, слава Аллаху, теперь я спокоен. Вы же, вот что, ребята!» Речь к сыновьям обратил он. «Вы тут садитесь за гребень и глаз не спускайте с ущелья. Если кто выйдет оттуда, дайте мне знать, не теряя ни минуты. Как пришлю смену, вниз проходите, там отдохнете свободней. Знак же давайте чем-нибудь белым, это заметнее будет». Отдав приказание, Чербыж возвратился к оставшимся хлопцам и начал спускаться с утесов. Спуск продолжался полчаса слишком, пока все достигли буйной реки, с громом катившей каменья. «Тут мы и станем», выбрав полянку, Чербыж молвил детям. Сейчас отдохнули, поели немного и спать улеглись в повалку, не зная, что будет сегодня или завтра, как ночь или утро придется им встретить. День просидели наши ребята, ночь пролежали без дела. Никто ниоткуда не шел и не ехал, словно на свете не стало народа. И только на третье лишь утро условный сигнал показался. Чербыш поспешил к караульным и увидел, что крепость не пуста, заметно движение, то с юга спешили толпы кабардинцев. «Здесь вы не нужны, спускайтесь за мной», — сказал сыновьям он, спешно вернувшись. «Час приближается, будьте готовы». Внизу он сказал остальным своим хлопцам: «Мы вчетвером, я и 3 старших, будем стрелять по врагу одним залпом, вы ж, остальные, винтовки готовьте, курки направляйте. Заряды вбивайте и кремни вправляйте, порох на полках чтоб был непременно. Смотрите, чтоб все было ладно, чтоб вы не краснели потом за оплошность. Вы же, — сказал он охотникам, братьям, — вы становитесь рядом за глыбы, за эту природную крепость», и он указал на камень. «В первого целиться мне уж придется, а вам отдаю остальных 3, только смотрите, без промаха бейте. Не то, берегитесь насмешки, позорного имени бабы или труса». Все притаились и к камням прижались, выставив дуло винтовок наружу. Сердце у каждого било тревогу. Глаз же к мосту направлен с вниманием. Недолго прождали. Скоро на той стороне показалось и знамя. Всадник в кольчуге вез его плавно, коня направляя к мосту. За ним ехал вождь с нукерами, в богатом уборе, на белом коне. Гордо сидит он, качаясь в высоком черкесском седле. Толстый и плотный, с большими усами, с важной осанкой, седой бородою, он одним видом казал себя князем.
Это и был он, князь Кабардинский. По серым глазам и орлиному носу Чербыш его тотчас признал. «Бей-ка ты его первого, я ж второго», — сыну шепнул он старшему. Не чуя засады, всадник, знаменщик мост переехал, назад обернулся и стал, подтянувши поводья, за князем следить с любопытством. Конь того, видно, почуял опасность, не шел вперед, приседал и хрипел, все на дыбы становился и фыркал. Князь его щелкнул нагайкой. Тот опять взвился и об мост копытом стукнул. Медленным шагом, косясь на пучину, с дрожью ступал он по шаткой настилке. Позади двое пеших, идя осторожно, винтовку и бурку князя несли, следя в то же время за князем, слабо спустившим поводья. Вот конь уж у берега, ногу уже ставит, князь нагибается, смотрит за шагом, но вдруг покачнулся, схватился за сердце и вниз повалился как сноп. Его повалила пуля Чербыжа, которым момент был уловлен удачно. Но залп тут опять повторился, и четверо в воду свалились. Следом за ними еще, и так до полсотни погибло. Задние сметили дело плохое, давай отступать, и ушли, направившись в крепость обратно. Аллах всемогущий, как я доволен, что тело Асаха ногой попираю. Клянусь, 100 баранов зарежу и сотни людей приглашу на обед, так выражал благодарность Чербыш бородатый, стоя ногою на трупе Асаха. Как вдруг, его уху послышались крики, и он увидал за рекой кабардинцев, бежавших в каком-то расстройстве. За ними по пятам гнались и гурджийцы, и верхом на конях, и пешком, рубя без разбора врагов ошалевших. Один кабардинец при этом воскликнул: «Если б не те, что сидят за рекою, не было б вашей победы». «Кто эти те?» — вождь спросил строго. «Не знаю», — сказал кабардинец. «Узнать и тотчас донести мне». Вождь приказал подчиненным, слезая на камень с коня боевого. Всадники сделали то же и стали вокруг полководца, которого звали все князем Ливаном. «Ничего не пойму, кто еще там, за мостом. Кто этот случайный союзник?» — спрашивал князь окружавших. Те же не знали и сами, чья была помощь, откуда. Но вдруг человек на мосту показался, высокий и плотный, с большой бородою. Он двигался прямо к гурджийской дружине, ружье перебросив за плечи. Это Чербыш был, охотник, который хотел повидаться с начальником войск гурджийских. «Приветствует храброго князя Ливана Чербыша Улурский», — начал Чербыш, подошедший к дружине. «Свято да будет имя Аллаха, победу пославшего смелым гурджийцам над коварным народом, дерзнувшим тревожить гурджийское царство». Нашелся толмач среди войск, высокий хивсулице в кольчуге булатной, который всю речь перевел полководцу. «Спасибо, приятель, за доброе слово», — ответил Чербыжу начальник. «Но кто ты? Откуда? Зачем здесь?» — спросил он, его озирая. «Как мое имя, ты уже слышал. А кто я, скажу, не таясь, Галгай я чистейший, притом же незнатный. Живу в Аулурте, в собственном доме, на речке Джейрах-Арамхи. Охотой на звери кормы добываю. А то, что я здесь, случилось по воле Аллаха». И дальше Чербыж рассказал все, как он явился в ущелье, и как отомстил Асахмету. «Отныне ты братом мне будешь, и царь наш тебя не забудет». Обнявши Чербыжа, сказал полководец, и тут же прибавил шутливо: «Покамест ты пленником будешь, в Ставку поедешь со мною на пир, на веселый, на ужин». Кончился пир на второй день. Князь отпустил свою свиту. Чербыжиш оставил в шатре и, призвав толмача, беседу с ним начал такую: «Слушай-ка, новый приятель, я тебе друг теперь вечный и брат за то, что помог ты хорошему делу, сколько народа от плена избавить. Хотя ты, положим, свое дело делал, но все ж оказал нам поддержку. Все видели это и знают, это большая заслуга. Тебя одарить мы должны, чем я не знаю. Скажи мне, откройся, что тебе любо золото, шелк или парчи дорогие, оружие или конь или серебро или скот, или же дева молодая с роскошной косой. Князь, дорогой мой, напрасно ты мыслишь так непристойно про гостя своего. Я благодарен за ласку, за слово, твоя доброта, а с нею и дружба мне ведь дороже подарков, в которых нужд не имею. Стар я, коней и красавиц не нужно, золото также. Разве моим сыновьям дашь что на память? Буду я рад и доволен». «Это само собой», — отвечал ему князь, — «но тебя самого мы должны одарить. От меня не возьмешь, от царя должен взять, он же ведь спросит меня про желания твои». Долго думал Чербыш, подбирая ответ, но припомнить не мог, что сказать, что просить. Наконец, вспомнил сон, да и речь Махкинан. «Ты проси у него кабахи, а мелдишк, тут без счета туров», — говорила она.
И Чербыш стал просить эту землю себе. Обещал ему князь доложить все царю, а пока что велел свою свиту собрать и пред ней разделить всю добычу войны. И лето, и осень с зимой миновали. Было все тихо в ауле Чербыжа, каждый трудился в молчании, лишь одни дети шумели. Но как-то однажды, покой нарушая, в ограду аула отряд целый въехал гурджийцы, и то были посольством к Чербыжу. Правил посольством князь Яни, знакомый Чербыжу по ставке Ливана. С ним и толмач был известный Хевсурице. Встретив с почтением нежданную свиту, Чербыж разместил их по саклям и только жалел, что получше не мог приютить их. Начальник отряда князь Яни Чербыжу поднес 3 подарка. Первый подарок – перстень с печатью, второй же 4 ружья, а третий подарок – царское слово, которым земля отдавалась Чербыжу. Вот оно, царское слово: владей же ты этим ущельем вовеки, башню построй и живи на здоровье. Людей, если нужно, скажи только слово, и к тебе притекут поселенцы толпами. Как только выстроишь крепость, храбрых галгайцеев в ней посели, и вели им блюсти над дорогой, той, что проходит с юга на север, чтобы ни конный, ни пеший не шел бы без спроса, и враг бы не смел приступать через границу. С купцов, с торговцев караванных будешь взимать проходное, 10-ю долю с каждого вьюка. Полных 3 дня и 3 ночи посольство жило в Аулурте. Чербыж угощал всех досытой дичью и пивом ячменным. Когда же прощались, послу он промолвил: «Царю передай от меня это слово, крепость не нужно нам строить, есть же ведь старый Дарьял, только исправим, готова твердыня, лучше которой нигде и не сыщем, там же, на Хайки, я башню построю и сакли жилые ребятам». Послов проводившие, стали работать, поправили крепость, построили башню, и сакли жилые на Хайки. Чербыш разделил тут семью на 2 части, старшим на Хайки велел поселиться, а младших оставил в своем аулурте. Предание об ингушском мстителе Чербыже, в более краткой форме, также содержится в книге «Этнографическое обозрение», 1 номер, издано в Москве в 1901 году. Автором данного труда является известный этнограф, фольклорист Всеволод Миллер. Чербыш был житель селения Гумлет, Джерааховского общества. Однажды он ночевал в селении Охкар. В это время кабардинские всадники шли по военно-грузинской дороге в Тифлис, с намерением напасть на город и разграбить. Чербыш слышал во сне голос, говоривший ему: «Если ты пойдешь навстречу, то разобьешь эту шайку кабардинцев». Следуя совету невидимого духа, Чербыш действительно отправился на военно-грузинскую дорогу, и ниже селения Гумлет разрушил 2 моста через Терек, так что кабардинцы, очутившись на пространстве между этими 2 мостами, не могли двинуться ни вперед, ни назад. Чербыш начал из засады стрелять в них. В гневе и досаде князь Кабардинский воскликнул: «Что же это? Бог ли с неба стреляет, или человек на земле? Если бы я видел его, вот что сделал бы с ним». И он одним ударом шашки разрубил пополам огромный обломок скалы. Тогда Чербыш, убив всех, оставил князя и сказал: «За такой подвиг твой отпускаю тебя живым. Иди и расскажи всем у себя подвиг Чербыжа». За такую важную услугу, оказанную Чербыжем Грузии, царь грузинский Георгий подарил ему землю от Казбека до Гумлета, дав ему при этом письменный документ о пожаловании земли. Гумлиецы до выселения в Закавказье пользовались этой землей. В 1889 году за ними официально признана эта земля. В работе под названием «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа», изданной Академией наук СССР в 1973 году в Москве, приводится следующая информация по интересующей нас теме. Кроме Ларсова кабака, принадлежавшего Салтан Морзе, источники XVI-XVII веков, на пути следования русских посольств через Дарьяльское ущелье в Кахетию, называют Черебашев кабак. Впервые это поселение упоминается в статейном списке посольства князя Семена Звенигород Цековой дьяка Туорха, шедшего в Кахетию в 1589-1590 годах. Отправившись 24 ноября от Ларсова кабака, посольство через день пришло в Черебашев кабак, где находилось 1 день для наведения моста через Терек.
Пройдя через мост, посольство 28 ноября подошло к горам Ксанской земле. Затем, перейдя еще одну реку, двинулось на Каракалканы и далее в Кахетию. Таким образом, из текста приведенного документа выясняется, что Черебашев-Кабак находился на левом берегу Терека, в одном дне пути к югу от Ларса, и в 2 днях пути от Санских гор. Кто же были жители Черебашева-Кабака? Его название указывает на однофамильный характер этого поселения. Статейные списки не сообщают никаких сведений об этнической принадлежности фамилии Черебашевых. В этом плане многое дают этнографические и фольклорные материалы. Среди ингушей в настоящее время известна фамилия Черебижевых. По рассказам информаторов, предки этой фамилии жили на военно-грузинской дороге, примерно в районе селения Гвилети. Можно предположить, что Черебашев-Кабак русских источников XVI-XVII веков представлял собой поселение ингушской фамилии Чербижевых. То, что Черебашевы были вайнахи, подтверждается также другими фактами. Так, в русских документах XVII века известны имена нескольких ококов, служивших в Тиирках: Чербаш-Давруков, Черебаш-Албеков и другие. В октябре 1640 и июне 1641 года в Москву приезжали из Тиёрков посланцы Кёлмамета Мурзы Черкасского, Уздень Румуков и Акачиней Чербаш. Имя Черебаша, Чербыша, жившего в селении Гвилети, известно в исторических преданиях ингушского народа. Одно из таких преданий, записанное Баширом Далгатом, рассказывает, как Чербышу удалось разбить войска кабардинского князя, шедшего на Тифлис, и как за эту услугу грузинский царь Георгий подарил Чербышу землю от Казбека до Гвилети. Гумлец, комментируя это предание, пишет Далгат, пользовались этой землей, а в 1889 году она была официально признана за ними. Другой, более детальный вариант этого же сказания опубликован в 90-х годах в газете «Кавказ». В этой легенде предком гвилецев также назван Чербыш, изгнанный с плоскости кабардинским князем, и поселившийся в горах предгалгайских, у речки Джейра-Хайрмхи. По преданию, в селении Чербыжа жила одна фамилия, включавшая его 12 женатых сыновей. Далее в тексте приводится тот же сюжет о разгроме Чербыжем у Дарьяльской крепости партии кабардинцев, шедшей на Грузию и возглавлявшейся князем Асахметом, который несколькими десятилетиями ранее совершил нападение на равнинные и предгорные ингушские поселения. Из того же предания становится известным, что Чербыш был незнатным галгаем, сыном Котга Кривого. В награду за помощь Грузии Чербыш попросил у грузинского царя земли по реке, берущей начало из Девдаракского ледника. Получив эту землю, Чербыш разделил свою фамилию на 2 части. Старшим велел поселиться в новых местах на Хайхе, где построил башню, а младших оставил в своем Аулуурте.